بسم الله الرحمن الرحيم. Большинство европейцев считает, что их культура была заложена греками и выращена римлянами, но угасла в темные века, а Ренессанс стал возрождением греческой культуры. На самом же деле, значительная часть истории просто забыта. Около 1400 лет назад арабы отправились на запад и восток, в результате чего в течение всего нескольких поколений в состав исламского государства вошли территории от Китая до Испании и от Кавказа до Судана, став наивеличайшей империей, которую когда-либо видел свет. Немусульманам, проживавшим на ее территории и пожелавшим остаться на своей религии, гарантировалась свобода вероисповедания, покровительство и защита исламского государства за 24 дирхема в год с мужчин, способных носить оружие, что в сегодняшнем эквиваленте составило бы не более $20. Христиане и иудеи процветали в исламской Испании. Исламское правление породило идеальную среду для развития и процветания новой цивилизации. В то время, когда в христианской Европе собирали соборы по таким вопросам, как «Есть ли у женщины душа?», города исламского халифата превратились в оазисы прогресса и науки, возможно из-за того, что она нисколько не противоречила священным текстам мусульман. В начале IX века правящая элита Исламской империи начала невероятный по масштабу проект изучения всех доступных библиотек в поисках любых научных книг для последующего перевода их на арабский язык. Халиф Аль-Ма'мун рассылал людей во все концы Исламской империи в поисках книг, которые еще не были переведены на арабский, и, как передают, выплачивал каждому, кто принесет такую книгу, ее вес золотом. Зарплата же переводчика составляла около 500 золотых динаров, что в наши дни приравнивалось бы к $30 000. Мусульмане восстановили древние города, такие как Дамаск, и основали новые, такие как Багдад, которые называли Домом наук, а по своей красоте он не уступал древнему Риму или Афинам. Мухаммад ибн Муса аль-Хаваризми в своей книге «Алджибра аль-Мукабаля» разъяснил математическую систему индийских цифр, которыми мы пользуемся в наши дни, в то время как европейские государства пользовались римскими цифрами, переумножать которые было вовсе непростой задачей. Это была революция в мире математики. Теперь любое число можно было изобразить при помощи всего 10 символов. Мало того, Аль-Хаваризми со своими коллегами не просто перевел и объяснил индийскую систему цифр, но к тому же открыл запятую. Изучая индийскую традицию цифр и греческую науку форм, геометрию, исламский ученый также вывел для тех дней совершенно новый вид математического мышления, который сегодня мы называем алгеброй. Большинство знаний древних эллинов к тому времени были забыты и возродились только благодаря тому, что были переведены на арабский, а уже позже на латынь. В то время, когда Лондон был всего лишь кучкой землянок у Темзы, а священники запрещали населению мыться, считая это грехом, в столице исламской Андалузии, Кордове, были сотни бань, уличное освещение, канализация, водопровод, бесплатное обучение и медицина. Удобства, многие из которых появились в Европе лишь через 700 лет. Вопреки распространенному мнению, что египетские иероглифы оставались нераскрытыми до середины XIX века, еще за 1000 лет до этого исламский ученый Ибн аль-Вахшия расшифровал более половины алфавита санскрита при помощи языка коптов, открыв, что он является поздней формой иероглифов фараонов. Таким образом, еще в X веке положив начало египтологии. А еще в VIII веке правители Каира предприняли попытку изучить самую большую реку мира научным способом. Они построили Ниламетр, огромную измеряющую колонну, возведенную в вертикальном туннеле с каналами поступления воды из реки. При помощи Ниламетра, к примеру, определялась величина налога, возлагаемого на египетских фермеров. Это была изумительная идея измерить процессы и феномены, происходящие на Земле, и вызов устоявшемуся мнению о мире как о хаотичной суматохе. Во второй декаде IX века халифа Аль-Ма'мун утвердил новую карту мира, на которой была указана территория от Атлантического океана до Японии, а также поставил задачу измерить величину земного шара. Само собой, что речь о том, что Земля является круглой, уже не шла, и это за 6 веков до Колумба.
При помощи измерения угла наклона Солнца в одно и то же время суток в различных точках империи и тщательного измерения расстояния между точками наблюдения, ученые-халифы получили число всего на 4% превосходящее данные, полученные современной наукой. Через 2 столетия, когда почти все возможные математические знания были переведены на арабский, Мухаммад аль-Байруни, имея в своем распоряжении работы Юклида, аль-Хаваризме и индийских математиков, установил еще более потрясающий результат. При помощи астролябии он, во-первых, измерил высоту горы, после этого угол прямой от ее верхушки до горизонта, и при помощи геометрических уравнений рассчитал периметр Земли, ошибившись всего на 200 миль, то есть менее чем на 1%. Уже в 8 веке на рынках городов Исламской империи находилось все, что можно было продать или купить в странах Хинда, Средней Азии, Ближнего Востока, Аравии, Северной Африки и Андалузии. Для удобства торговцев возводились огромные здания, в которых они могли отдыхать вместе со всеми своими караванами. Исламские ученые находили все более практическое применение утопической средневековой науки алхимии, все более приближая ее к тому, что мы называем современной химией. Они успешно производили монеты, краски, мыло, которое в Европе появилось только в 13 веке, импортированное из Испании и Северной Африки. В оружейном деле они изобрели греческий огонь или огнемет, а также открыли дистилляцию, при помощи которой производили духи. Средневековый химик 9 столетия Ибн Закария ар-Рази первый раз в истории распределил химические элементы, основываясь на экспериментальную научную практику, а не на философию, по тому же принципу, по которому позже это сделал Менделеев. Научные знания быстро распространялись во все концы империи при помощи книгопечатания. В крупнейших городах функционировали целые книжные улицы с сотнями книжных лавок. И это в то время, когда европейские монастыри были бы счастливы иметь у себя хотя бы 5 или 10 книг. В самом начале 2-го тысячелетия Ибн аль-Хейсам, размышляя над глубокими фундаментальными вопросами физики, предпринял попытку объяснить суть света и зрения посредством математики и геометрии. Опровергнув мистическую теорию Аристотеля о эманациях объектов, плывущих к глазу, доказав, что мы видим из-за того, что свет направляется от объекта к глазу прямыми лучами. Объяснил суть преломления света в зеркалах и жидкостях и даже рассчитал плотность атмосферы Земли, изучив угол преломления в ней солнечных лучей. Он описал свои открытия в Китаб аль-Маназар, которая послужила основоположением науки, сегодня известной как оптика. И это около 1000 лет тому назад.